80 лет назад произошла одна из самых страшных трагедий в истории нашего народа. 18 мая 1944 года сталинским режимом из Крыма были депортированы все крымские татары. Мы не должны жить в прошлом, но мы не имеем права забывать. Этот день мы должны проводить вместе, чтобы разделить нашу общую боль. Эр хорантаға сүргінлік ана бабаларыны, яқартана жеделіні, ряпа қардашыны алды. Оларыны қатырап, біз ағлайық. Көздашларымыз ана топыраға түсі. Бұқара 18 майыс күнге біз топланайық. Не үшін топланайық? Бір-бірінің янына тұрып, И все те, кто погибли, кто выжил, они дали огромную ценность, чтобы мы возвратились в Крым и жили здесь вот такой, можно сказать, счастливой жизнью. Мы должны и этот день провести вместе, собравшись, прогреться, вспомнить им и своему будущему поколению рассказать об этом, что с нами случилось. Pek hemen kıyınçlıklar oldu. Onları ben gördüm, göz aldına alayım. Bir gün, iki gün men aslı bir şey, bana bir kayıp, her şey unutuyorum. Ağlamadan başka bir şey görüyorum. Bizim için pek kara günlerden birisi. Şimdi bitam, harpabam bir kimse kalmadı ama onların hatırlar bizge hatıra olarak kaldılar. Bu şeyleri nağışlap, onlar yaşayışın devam ettiler. Память о трагедии депортации живет в многочисленных песнях, стихах, танцах, а также в тысячах историй наших бабушек и дедушек, изгнанных из дома 80 лет назад. Elimde bu yumurtаны ve bir torbacık kürpe sıkı tutup aşıka İslam'ın kovanacağını hayal edip geri kayttım. Yetiştiremedim. Я объявлен сценаристом этой постановки, но на самом деле, к сожалению, сценаристом главным этой постановки является история нашего народа, трагическая и ужасающая. Теряя своих детей и родителей, видя смерть целых семей, крымские татары в ссылке никогда не теряли надежды и веры в возвращение в Крым. Свою безусловную любовь к родине они завещали и своим детям. Об этом новый фильм студии Караденис Продакшн «Васиет. Завещание памяти». Мне кажется, арабской вязью прописан наш договор не только с Богом, но и с совестью. Нам доверен дом, Ешиляда, потому что однажды Всевышний нам на ушко прошептал «Крым». У истории есть правило. Она возвращает вам то, чем вы ее наполнили. Она как зеркало, отражает все наши поступки и решения. Мы выжили благодаря нашим неписанным правилам. Истории, сохраненные в негромкой молитве, в мягкой силе Дигермена, в узорах платьев, в тетрадках с песнями и швейных машинках. Все эти вещи имеют голоса. Они сложили наш портрет, характер, преодолевший страх и боль. Я давно слышу фразу, которая звучит так или иначе в нашем дискурсе: «Крым-татарлығы неден ибарет». И фильм, наверное, как раз об этом, о том, из чего состоит крымско-татарскость, что значит быть крымским татарином или крымской татаркой. Каждый предмет, оставшийся нам в наследство от стариков, обладает не только памятью пережитых дней, но и культурным кодом. Этим фильмом мы хотели показать, как тесно переплетаются обыденные вещи с историческими важными событиями. Эти предметы, как якоря, удерживают нас от растворения в окружающем нас мире. Зикия Битам, o da sürgün edildi.
9 яш болғанда ве Қырымға қайтып оламады. Ама оның балалары ве менің қарбабам қайттылар. Тіліміні, татарлығымыны сақламақ ең мұйым вазиет олғаныны анладым. Главный смысл, который передали мои родители и моим родителям и их родители, это что общество должно быть вместе. Только сплоченное общество может добиться развития и целей, которые оно перед собой ставит. 80 лет – это целая жизнь. Жизнь наших стариков, наших родителей, которая была переполнена болью и испытаниями. Они сделали все, чтобы мы не повторили их судьбу, чтобы мы были счастливы у себя дома в Крыму.